Так, доброго времени суток всем, ребята, девчата. Сегодня мы делаем обзор на игру Kill Squad. Я уже с самого начала скажу, я чуть-чуть поиграл. Пару миссий прошел за двух героев, чтобы понять, что это такое, с чем это едят. Буду начинать с самого начала. Вот мы заходим в игру, мы вот перед таким окном, конечно, все по нулям у вас. Героя пока что нету, и вы выбираете героев. У нас есть 4 класса, получается, это стрелок с 2 пистолетами. Это у нас как милишник танк, я понимаю, так как у него больше всего хп, вот здесь мы видим. Жизненные поинты. И сорокет это ДПС, вот тут у нас написано ДПС. Это у нас броня, а это силовое защитное поле, я так понимаю. Вот здесь сверху мы можем выбрать, например, в дальнейшем скины. Пока что вот скины вот такие у нас есть. Дальше, это монахиня, у нас получается милишник. Что-то вроде телепортата, телепорта у нее есть такие скиллы. У нее есть стелс, как у Рок всех, она уходит в инвиз и атакует потом втихаря со спины. Это мили класс тоже. И последний класс, это у нас Zero, у него такая плазменная пуха получается, он ставит стены, всякими шарами там пулякает. За этот класс мы будем сегодня играть, мне больше всего понравился, он еще, у него есть хил-обилка, он как бы что-то вроде хила. Вот, в этой игре у нас есть магазинчик. Магазинчик, вот когда вы проходите миссии, получаете кредиты. За кредиты эти можно купить вот оружие для всех классов, плюс моды и броню, скажем вот так. Кодекс это у нас где монстрики находятся. Вот как вы видите, я еще пару миссий прошел, у меня не все монстрики открыты, даже вот на 7А. Ну, это у нас настройки графика, аудио, input и все такое. Вот. Что я еще не рассказал? Ну да, у нас есть еще инвентарь. И вот я уже показывал, в шопе вы можете покупать оружие, моды и броню. И за эти кредиты вы покупаете себе, то есть за эту денежную единицу вы покупаете себе в соответствии с вашим классом оружие к нему. И оно находится вот здесь в инвентаре. Когда вы применяете оружие, у вас на каждом оружии есть вектор. Вот вектор 11, 13 и 5. Это все суммируется, делится на 3, и у вас получается средний ваш вектор. Это нужно в дальнейшем для прохода миссии, чтобы вам говорили, какой сложности вы играете миссию. Вроде бы я так сейчас все рассказал. Эта игруля похожа что-то вроде бы на Warhammer Martyr, Inquisitor Martyr, Diablo 3, я скажу так. Ну, а RPG такая обычная. И что-то вроде доты, так как в каждой миссии, в каждом уровне вы начинаете с нуля, то есть на первом уровне, и доходите до 10 уровня, и у вас есть у каждого персонажа скиллы, вот здесь они находятся. Вот на втором, 4, 6, 8, 10 уровне вы можете выбрать один скилл, который вы улучшите. То есть не сразу все 3. Например, на втором вы можете взять вот этот, потом 3, 4 вот этот, 6 в соответствии там следующий, 5, ну так, на 8, 10 дальнейшем. То есть вы не можете все увеличить, смотря как вы с кем играете, с какой патькой. Ну, в основном, когда я в рандоме играю, вот сейчас играл, я беру то, что мне надо, как мне удобнее играть. Вот. Ну все, давайте, наверное, я все так вкратце вам рассказал. Начнем, мы выбираем миссию. У нас вектор, вы видели, 9. Мы смотрим подходящий вектор. Вот 15, я думаю, вот это все еще будет высоко. Вот тут уже группа ждет, например, да? Возьмем вот этот. Тут уже группа готова, мне кажется. Да, и мультиплеер вот так. Вот ты просто выбираешь, ставишь готов. Вот у нас получается с нами монахиня со своей красивой пушкой и мы. Также, например, если вы в соло играете, нажимаете на выбираете миссию, которую вы хотите пройти, вы можете подождать тогда, к вам присоединятся люди, или нажать сразу на готов, и вы начнете миссию. Вот. Как бы управление тут мышкой. Мышкой мы целимся, только целимся, получается, вот вокруг. А все другие кнопочки тут Shift, E, правой кнопкой мыши и Q. Это мы применяем наши скиллы. Так, ну вроде бы
Все, поехали дальше. Ну, сейчас посмотрим. Первый наш геймплей. Как тут, что? Тут вообще ничего нету. Какие монстрики нам попадутся. Графичка такая мне нравится. Похоже, что-то вроде на... Как она? Lost Ark, да? Вроде бы она еще не вышла. Это корейского. Ух ты. Что там нашел? Защитные турельки это такие, я понял. И сундучок нашли, хорошо. Если один кто-то сундучок открывает, то что? То есть это ему только дается. Надо подбежать и нам тоже открыть сундучок. Окей, погнали дальше. Там уже, смотрю, борьба завязалась. Так, турельку. Они попали, смотрите-ка. Можем поставить... Я думал, по мышке он поставил барьер, а он не поставил по мышке барьер, да? Да, конечно, он еще свернулся как раз в тот момент, когда я по нему стрелял, да? Давайте сначала вот этих убьем, это как бы важнее. Которые никуда не денутся. Я не понимаю, зачем турель убивать, сколько они XP дают. Они вообще ничего не дают, я так понял. Ну-ка. Посмотрим, поднимется у нас ли экспа. Вроде бы не поднимается вообще. Нет. Их вообще не стоит убивать, я так понял. Ну нафиг. Они как бы нам ничего не делают и ничего не дают. Просто их обходим и все. Так, сюда нам не надо. Кстати, на пробел это додж. Это уклонение. Можем в этой игре еще уклоняться от всякой ерунды. Вот так, например. Так, а ДНА? За ДНА есть такие шопики тут. Типа такая будка стоит. Так, монахиня, хилку надо? Хилка надо? Она меня не слышит, она убежала, ей пофиг. Но я кинул хилку, если что, может подобрать она. Если ей понадобится. Миличные классы тут, конечно, мне кажется, немножко... Ну, скажем так... Более сложно в плане геймплея, так как тут много АОС скиллов от мобов, много ближних, мобы взрываются. И очень сложно играть за мили. По мне так лучше играть рейндж дамагером. Как и уклониться можно, и смотреть, что да как, на расстоянии держать, то есть кайтить мобов. Поэтому так. Мне по душе вот именно вот этот класс. Тут он еще и хилит, что вообще супер, я считаю. Так, мы можем уже улучшить. Так, давайте. Опа. Улучшить один какой-нибудь скилл. Давайте это мы и сделаем. Вот, это наша правая кнопка мыши. Я уже знаю, что это такое. Это очень хорошо. То есть это троечка, я скажу, первый, потому что у нас хилка. Е у нас барьер. И 3 это... Вот этот лазерный шар или что-то в этом роде, да? И он
очень хорошо дамаж. Тут сейчас я продемонстрировал, видели, там уже АОЭ такой эффект пошел, офигенный. Вот еще раз. Бабам. И он раскалывается еще на 3 шарика мелких. Что-то дракончик. Дракончик не хотел. Так, ДНАшки мы можем собирать ДНАшки. И вон шоп, вот он наверху. Купить себе какую-нибудь там плюшку. Но это на время миссии только получается плюшка. А, еще кристаллы можно ломать, я не знал. Но, мне кажется, ничего не дает, да? Так, на. Хочешь хилку? Вроде ты уже полон. Так, стоп. Нам надо вон туда, в ту сторону идти, я так понимаю. Я же вроде там был тупик, да? Или есть проход еще какой-то другой? Интересно. Будет ли в дальнейшем будущем кристаллы что-то нам давать? Ну нет, тут нет прохода-то вообще, да? Нету. Так. Значит, куда-то сюда вниз. Вот. Нет, сюда тоже нельзя. Что ж за ерунда? Окей, как туда пройти? Наверное, через верх. Я пока в кристаллы это ДНА не трачу. А, спасибо. Спасибо. Кристаллы вообще ничего не дают, да? Так мы уже тут были. Тут не пройдешь нифига. Или вот так пройти можно. Ну нифига. Да, больше никак ты не пройдешь. Или вот здесь. Вот здесь. А я убегал туда в другую сторону, все правильно. Так, молодой человек. Мне надо. Давайте улучшим наш основной скилл. Лазерный луч, так как вот я о чем говорю. Вот это шопики у нас. Вот у нас 275 ДНА. Мы можем что купить? 1000. Так. Ну, давайте вот покажем, например. Купим вот этот апгрейд. И как нам его активировать? Значит, нет, это 4, это уровень. Так, что у нас тут? Мы вообще попадаем? Что мне так не казалось, да? Чтобы мы по нему попадали. Еще не разобрался совсем как. А вот с двух сторон, офигенно. Давайте мы прододжим в конец.
Поставим поле. Вот как-то так. Стоп, а давайте посмотрим. Так. А, ну то есть 1, 2, 3, 4, вот это айтемы. То есть единицы это стоит не то, что у нас одна штука, это на однерку он активируется. Пока что не будем вот так зря тратить, я думаю, с боссом или... Ну да. При последней битве мы его активируем. Тут ничего нету. Что он там застрял? Если ДНА не использовать во время боя, я не знаю, говорил я уже или нет, то тогда в конце миссии вместо ДНА нам приписываются кредиты. Ну, кредитс. То есть денежные единицы этой игры, за которую можно купить потом моды, броню и оружие. Так что если кому вот это не надо, я просто сейчас взял. Так, сейчас мы возьмем это кьюшечка. Очень хороший скилл там. Шарик с силовым полем. Я покажу это, наверное, потом в конце. Или давайте сейчас, смотрите. Опа. И все, кто попадет в него, все умирают просто-напросто. Ну и никто не попал, как назло, да? Окей. 2 минуты КД. Думаю, за 2 минуты мы еще не успеем дойти до главного босса, или что там нам надо. А, у нас миссия защитить что-то там. О, вот еще босс. Вот здесь надо было его применять. Я не понимаю, почему по Q не проходит. То есть Е не по прицелу проходит. То есть наш забор не по прицелу ставится. Было бы оптимально, но... Наверное, так было задумано. Ребят, вы откуда появляетесь? Если к заборчику подходит, то у них сразу стан. Шоковое состояние. Как-то так. И посмотрите на него, он еще и блок ставит. Вот он на забор попал. Сразу в стан попал. Так, куда ты хочешь там это кинуть? Не надо. Не надо, дорогой. Так, что мы улучшим здесь? Давайте новую энергию улучшим. Ну, кьюшечка уже откадешилась. Это супер, скажем так, супер удар наш. Ну вот. Какой у нас удар хороший. Так, мы сейчас 8 уровня, до 10 тут доходит.
Желательно дойти на все десятки, чтобы открыть весь потенциал класса. О, вот это у нее, кажется, супер удар был. Что, будем проходить? Не будем проходить? Ну, давайте придем. А тут ничего нету. Тут ничего не было. Эти штуки не обязательно убивать еще. Надо просто смотреть, чтобы мы не попадали вот в эти шарики. Поэтому я говорю, мили классом тут не очень. Опа. Легко. Да ко мне нам не нужно это. Да ё-моё, вас же не было только что тут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну ничего, так как мы хил класс, мы сможем избавиться. Так. Еще эти жуки. Все, открываем. Открываем ворота. Вот хилка у нас, кажется, регенится только тогда, когда мы атакуем монстров. Ну все, понеслось, короче. Смысла нет бегать. Вот от этих надо тупо убегать. Они взрываются. А бить их нафиг не надо. А сейчас мы побьем мобов. Должна, по идее, хилка отрегениться. По идее. Вот, уже отрегенилась. Потому что КД я там не вижу на хилке. Так, хилка мне тут не нужна, пусть... Монашка, монашка, монашка. Дурашка. Ты собирай-ка хилки, пожалуйста. Ты видишь, что хилки есть везде тут? Или ты не видишь? А, сейчас умрет. Что и требовалось доказать. Ай-яй. От них просто надо убегать. Давайте-ка вот в эту сторону. Бам! Вот так в шарике оставаться будем. И все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нехорошо, нехорошо. Хилки, хилки, хилки. Я не могу сейчас даже скилл активировать, то есть улучшить скилл. Опа. Вот так. Так как у меня не было возможности, очень много мобов. Теперь я еще до сих пор не знаю, что на десятке у нас улучшается. Ну-ка. А, он несколько еще стреляет, оказывается.
Вот в чем я и говорил. Преимущество рейнджей. Можно кайтить, атаковать. А милишник у нас сразу умер. Вот и ДНА наши превратили в credits. Так. Теперь зайдем в магазинчик. Что у нас есть? Вот это мы покупали. Прототип. Так. Давайте оружие, наверное, возьмем. Посмотрим, что у нас в инвентаре лежит. Одна пушка. Это все старье. Что это такое? О! Вот. Кстати. Можно из этого всего делать какие-то апгрейды. Окей. Это можем просто разобрать. Это мы разобрать не можем. Это базовое. С этим мы ничего не можем сделать. Может быть, потом еще в дальнейшем можно будет как-то апгрейдить это все. Ну, пока что нельзя. Ладно, давайте купим тогда пушку. Я так думаю. — 17-го. Окей, берем. Вот у нас уже вектор 14, значит, уже 15-я миссия, думаю, мы сможем уже проходить. А здесь можно еще сделать приват, тогда ты сам, ну, то есть мы сами будем играть. Ладно, хорошо. 10-й, 15-й, какой возьмем? До этого мы играли 5-й. Это 10-й, это 15-й. Давайте попробуем сначала 10-й, да, наверное? Вот с каким-нибудь монстром, боссом, вот это будет интересно. 10-й взяли, да. Так, ждем, думаю, секунд 10-15 игроков. Если к нам никто не добавится, то мы начнем миссию. О, уже еще один добавился. И ушел, вроде бы как. Странно. Ну да ладно, давайте сами тут начнем. Вот добавился какой-то Димич. Димич. Окей. Погнали. Ох, у нас пушек сколько невидимых. То есть невидимых О, я-то думал, я один, оказывается, вот насколько. И все за зеро играют. Короче, мы тут не умрем, это точно, с хилками. Это что такое было только что? Нас как-то кинуло. Телепорт. Это что за хрень? Так он даже не собирался нападать, я так понял, да? Вот белая полоска внизу тут у нас. Это у нас dodge. То есть уклонение. Когда она серая, у нас она кончается. Когда она белая, у нас есть уклонение. I don't know.
Сразу защитное поле. Мне кажется, команда, которая состоит из 4 Zero, это персонаж у нас, так зовут, была бы непобедимая. Хилки. Ульта у них какая. Плюс заборы со станами. Короче, тут враги бы офигевали. Так, давайте мы подхилимся чуток. Я забрал его хилку. А чё вы все туда побежали? А там что? Ящичек, понятно. 60 кредитов. Месть Сталина. С нами играет. Так, я попробую зажать сейчас правую кнопку мыши. Я хочу посмотреть, даст ли оно что-то нам. Ну, вроде бы, я не знаю. Так. Я думал, от этой фигни можно уйти. А чё на меня все, а? Чё на меня? Такие умные, что ли? Паук. Придется отхиливаться опять. У нас пока что всего лишь 3 хилки. Это можно улучшать. Да, лучше всего вот так бегать сначала. Находить мобов. И повышать свой уровень. Чтоб на эндбоссе вы уже 10-очкой хотя бы были. Ну, 9-очка, 10-очка. Короче, мы вообще не туда заперлись, да, я так понимаю, правильно? Или все правильно? Вроде все правильно. Чувствую, как охотник за привидениями у них. Такой же луч приблизительно.
Так, ребята. А то есть, вот, если удерживать, можно управлять стрелочкой, смотреть, куда ты пускаешь свой луч. Я думаю, для этого мышка есть. Что-то не обязательно делать. Так, теперь Q-скилл мы получили. Чувак, на, подхилься. Тут чел уже все почистил тут, да? Значит, тоже сильный класс. Еще я им не играл. Попробовать. Вот у нас Киев вот так выглядит. То есть сносит все на пути. Только очень и очень медленный скилл. А это мне и надо. Мы лучше сэкономим денежку и купим себе потом мороженое. Да не. Лучше кредиты, нафиг. Расходники нам не нужны. Ну и так хорошо справляемся, правильно? Правильно. Неприятные чувачки. Надо было сюда кинуть потом нашу. Нашу Q. Ультимативный скилл. Ультиматив. Все? Это не босс был, да? Но я тут думаю, что-то очень легко. Апгрейд. Знаете, может 9 уровень, да, еще? 10 и все. И на этом... Ух ты же, елки-палки. Сколько же вас тут? Давайте как бы ульту здесь включим. И вот так. Гони их все в ульту, гони в ульту, гони в ульту. Ну, нормуль. Полууровня качнули. Зачем эту штуку убивать? Надо просто побежать. Так.
Давайте попробуем вот этот скилл. На. Кушай. Так. Мне не сильно надо. Я могу сам прохилиться. Ну все, мы 10 уровня достигли. И сейчас у нас как бы... Я так предполагаю, будет главный бой, да? Да. Это у нас... Альфа-совет. Так, давай-ка. Хилки возьмем сначала. Так, где этот альфа-самец у нас? Он сразу как разошелся. Сходу такой. Я вам покажу, где раки зимуют. Опа. Можешь ультануть его? Да, он так и так умирает уже быстро. Не надо ничего ультить. Очень легко, если честно, очень легко. Я, конечно, ожидал большего от босса. А тут, оказывается, все как-то очень-очень просто. Руки с пушками дрожат. Так, статистика, да? После боя. У нас... О, кто дофига сделал урона. 5-15. У нас 218. Мы на втором месте. Прохилились на 15 тысяч. Поглотили меньше всего урона. И 66 убийств. А как? Ну-ка, давайте посмотрим другого чувачка. Давайте выберем-ка вот этого. Интересно было поиграть. Мы еще не играли. И с инвентарем как бы тоже интересно. Давайте мы ему... Оденем вот эту штучку. У нас еще есть апгрейд какой-то, нам уже... Так, пушку мы купим. А это что у нас? Мод. Давайте мод купим. Все равно можно и теми, и теми. Так. Ну, оденем, значит, этот мод. Мне кажется, не самый лучший. Это просто против огня. Ёлки-палки, да что ж со мной. Вот. Ну, зато у нас вектор на 17 повысился. Это уже радует. Так. 17. Ну, давайте 15 тогда уже сделаем. Машинка, машинка. Две машинки, разницы нет, да? Но это уже быстрее начинается. Миссия через 2 минуты. Так что возьмем ее. И попробуем. Сквади. Ну ладно, давай, что я уже готов. Можем вдвоем поиграть. О, как. Майк. Маска у него и майка, хотел сказать. Маска как у него, как у Джейсон. Джейсон.
Это же в фильме он был. Это вроде, да? Хоккейная. Прикольно. Так, я еще за этот класс не играл, ну-ка посмотрю. Ух ты. Он типа... Додж у него нет, он... Так, то есть, но он... Бомбу оставляет. С собой, который кулдаун 15 секунд, понятно. Так, он просто стреляет. Ух ты. Это что такое? А, просто ерунда. Так, у нас еще и метеориты тут падают. Офигеть, как супер. Оу! Это... Скилл я на Е нажал. И он просто-напросто... Не знаю, что это такое было, почему. И как у нас Е активируется. Тоже не совсем понятно. Вот сейчас. Ой-ой-ой. Что это такое подвисло тут у нас? Так. Так, одна моя, одна твоя. Не буду жадничать. Не надо улучшить. А, то есть это маркировка соперников, и на 120% больше урона по ним проходит. Это наш глаз. Промазали. Да что ж такое? Они что, увернулись? Это что такое? Это сейчас лаг был или что? Почему так игра лагает? Я не пойму. Видать, ребята еще не настроили ее хорошо. Так. Один все, другой Я думал, он уже убежать собрался. Да, что-то тут вообще не сильно хорошо все оптимировано. Одна миссия нормальная, когда эффекты, так все. Начинается. Так. Смотрите, здоровяк тоже не хило дамажит. Так. Так, эти штучки вообще не нужны.
Убивать не надо. Смысла нет. Это что такое? А, это тоже кредиты. Оказывается. Так. Клонов мы возьмем, попробуем. Давайте вот здесь. Ёшкин-то кот. Больше всего мне не нравятся вот эти, которые пускают тут шарики. Так, я, наверное, думаю, куплю я себе хилку на 50%. На всякий пожарный. А, так она сразу активируется. Просто моментальный прохил. Ну ладно. Тоже неплохо. Так, бери прохилки. Мне они не нужны. Так, 8 уровень. Давайте-ка возьмем мы 3-й скилл наш. Плохо так. Получается, их удерживает. Давай, хилься, чувак. Ты же у нас вроде бы как танк. Сейчас золотой какой-то там. Броней. Это обилка, наверное, вам. Это чё? Камешки? Я понимаю, с каждым выстрелом дамаг больше на какая-то метка получается. Получают враги метку. И получает при этой метке намного больше урона, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ёлки-палки, блин. Стояли мы. Вот это
Вот это мы облажались. Я чуть не умер, короче. Еще б чуть-чуть и все, до свидания было бы. Но теперь придется ДН тратить на отхил. Офигеть. Как обидно. Со 100% на 0. Да, это такие классы, что? Секундочку. Давайте мы клонов улучшим, так и сейчас будет. Я понимаю, бой с главным боссом. Нам как бы было бы неплохо. А это что? Ух ты, машинку. Машинку, активируй машинку. Она что будет собирать что-то? Или куда-то поедет? Ее надо будет защищать. Поедет. Ее надо будет защищать. Ну-ка, а теперь мы активируем наших клонов. Пусть они сзади убивают, а мы спереди, да? Ребят, я тут, конечно, понимаю все, но я не успеваю доджить, уклоняться от этих всех атак, одновременно вас убивать. Все. Ай-яй-яй, туда нельзя заходить, там, видать, газовая какая-то там ловушка. Или что он делает? Выглядит это уже как-то не очень здорово. %60 только. Я надеюсь, я попал. Так, мы уже почти, да? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, активировать пора обилку нам, супер обилку. Я думаю. Да что ж такое? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Помогите, спасите, помогите. Совсем чуть-чуть осталось. Так что у нас там? Давайте. А, это надо добить всех. Понимаю. Ох, чуть не попал в меня этот шарик ваш. Ну все, да? Да, без хилки сложнее. Класс, конечно, дамажный, я так понимаю.
Но без хилки, прохилки как-то это все сложно. А рейсить тут можно? О, я ожил. Потому что мы выиграли. Что очень радует. Надо посмотреть, какие у него билки, что они дают. Улучшения. Может быть, где-то и прохил есть. Без прохила очень тяжело тут. Ну, 153 ДНшку можно. ДНА, по идее, можно даже тратить. Так. Посмотрим на его возможности. Что он умеет. Что он могет. Так. Так. Понятно, давайте теперь возьмем. Попробуем, я уже вроде бы всех попробовал. Кроме вот толстого героя нашего. Купим ему сейчас оружие. В шопе. Купим. Посмотрим в инвентаре. Так. Давайте купим лучше. Мод. И вот этот. Уже денег больше нету, нечего больше покупать. Выбора у нас другого нету. Так. Меньше на кровотечение дамага. От кровотечения. Тут на 20% больше кредитов. А тут что на 8%. 8% шанса, что у мобов что-то выпадет. Давайте просмотрим его скиллы, что он умеет делать. Это обычное, это получается вертушечка. Это по земле он бьет, что-то вроде землетрясения. Тут увеличивает на 6 секунд дамаг. У него еще щит есть. Ага. Угу. Это улучшение, да? Тут бонус на дамаг для союзников. Тут иммунка получается на 6 уровне. Иммунка и дамаг нехилый. Это ульта у него. Иммунка на 8 секунд. Для тебя и для союзников. Неплохая штука. А тут 2500 дамага. Думаю, иммунку брать это намного полезнее.
Если брать щит, то... Сейчас посмотрим, это просто танк получится. Такой танк. Какой у нас сейчас вектор? Что-то я не посмотрел. 22. Значит, 20 можем взять, да? Давайте просто вот на 15 сходим, посмотрим, что да как. Просто попробуем. Так. Вертушка, это, ну, то есть мы... Кого еще не убили? Ну, смотрите, дамага он не сильно много кушает. А как это? У него иммунка? Почему иммунка? Так, мы отойдем в сторонку сначала. Почему у него была иммунка? Так, давайте будем улучшать мы, конечно, нашего Берса. Что-то его как конкретно покоцало, чувачка. Ай-яй-яй. Так, давайте мы уйдем лучше. Смотрю, он нам не по зубам, когда он на нас направлен. Чувак разозлился и нам оставил люлей. Цветочки тоже можно собирать, оказывается. Не все, да, только красные. Угу. Я уже так и знал, что такое будет. Не надо тут. У меня сюрпризиков лишних. Ах ты ж черт.
ДНА-то нету, что прохилиться. Что-то все мимо да мимо. Мимо кассы. Ну, там 150, да, надо, чтобы прохилиться. У меня только 130. А вот сейчас мы можем прохилиться. Хотя сейчас уже и не надо даже. Так. Ладно, мы попробовали, так скажем, пару классов. Так. Первым делом было бы неплохо апгрейды наши. Стартануть. Так, где тут чувак? Это мы подвесили? Что случилось? Того чувака походу выкинуло, я вышел из сессии. Ладно. Невелика беда. Но вы приблизительно теперь знаете, что это за игра, как она выглядит, чем ее есть. Я, скорее всего, еще постримлю, поиграю ее. Посмотрим дальше. А пока, я думаю, скажу вам всем пока. И увидимся на стриме. Подписывайтесь, ставьте лайки. Или дизлайки, кому не понравилось. Как-то так. Все. Счастливо.